Здравствуйте, на телеканале Ахшам Новости, в студии Жандос Атыбалды. Смотрите сегодня в выпуске. В Сатпаеве продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. На жалобы жителей своевременно отреагировали. На предприятии ЖЭС-Казган-сервис товарищества с ограниченной ответственностью Казахмыс Мейтенанс Сервисис чествовали коллег-героев афганской войны. Вчера в школе-гимназии номер 1 прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие продолжилось конкурсом военной песни. В современных условиях идея патриотизма должна стать тем стержнем, вокруг которого сформируются значимые чувства, убеждения, устремления молодежи, ее готовность и способность к активным действиям для блага Отечества. Те, кто защищал нашу Родину, кто восстанавливал ее из руин, достойны уважения и подражания. Это и есть пример для подрастающего поколения, настоящий ориентир в непростом современном мире. Учащиеся школы-гимназии номер 1 читали стихи и исполняли песни, посвященные их ветеранам Афганистана, присутствующим на мероприятии. В ходе встречи в память о погибших в Афганистане и других горячих точках была объявлена минута молчания. Также ребята выступали с различными патриотическими номерами и импровизированными сценками. Армысыздар ауғандық жауынгерлер, жырым бар жараланған жаның демдер, өлгендердің жанатта болсын жаны, тірілерін мұң жасап дәуірлендер. Ерлік қылған ағаларым аспан асты, жер үсті, біз сәндікке кимеген, біз шалбар менен бөрікті. Отан ана алдындағы өтеймін деп борышты. Аттаныңдар, атқарыңдар соғысты. Ветераны афганской войны делились своим сокровенным с ребятами, рассказывали истории из жизни. Ученики с восторгом слушали гостей, а затем задавали им вопросы. Уезжал не отсюда, я уезжал с города Тараза, тогда был он Джамбул. Я, в принципе, попал, в каких частях я служил, я был один с Казахстана. У меня не было не то, что с Казахстана, но с города, с моего друзей. В завершении мероприятия директор школы-гимназии номер 1 Галия Имамбаева выразила слова благодарности всем присутствующим. Я в первую очередь хочу поблагодарить наших гостей за то, что вы пришли на встречу поколений. Вот именно сегодня сидят здесь ребята, которые чуть-чуть помладше того возраста, когда вы уходили на войну. Вы сейчас слышали, да, уходя, им было всего 18 лет. Они были юные мальчишки. Уходя на войну, дома никто не знал, куда идут. Узнали только тогда, когда вернулись, о том, что служили в Афганистане. И вы сейчас являетесь для наших ребят большим-большим примером. Мероприятие, посвященное 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, продолжилось песенным конкурсом среди учащихся 5-6 классов школы-гимназии номер 1. Как и полагается, торжественное мероприятие началось с гимна нашего государства. В мероприятии участвовали школьники, поделенные на команды. В их действия входило выполнение команд, повторы на месте, выход из строя мальчиков, выход из строя девочек, исполнение песни и торжественный марш. «30 лет
лет назад закончилась эта война. С тех самых пор 15 февраля стало настоящим символом памяти. Все это время жива память, боль и горечь тех, кто там был, и тех, кто ждал здесь. Оценивали юных патриотов ветераны афганской войны. По итогам конкурса среди 5 классов первое место заняла команда учеников 5 Б. Среди 6 классов первое место присудили команде учеников 6 Э класса. Наргиза Жанабекова, Эльдар Алимжанов. Специально для новостей телеканала «Акшам». По просьбам жителей, специалисты отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сатпаева совместно с сотрудниками дорожно-патрульной полиции города и сатпаевскими общественниками провели ряд мероприятий. За происходящим следила наша съемочная группа. На этих кадрах манипулятор СПТВС убирает бетонные блоки, мешающие дорожному движению по улице Унчибаева. Это в западном районе города. По словам сотрудников дорожно-патрульной полиции, данные конструкции установлены здесь без согласования, а значит самовольно. Однако в городе есть места, где установка таких блоков просто необходима. Это те участки дороги, где движение автотранспорта запрещено. Тем не менее, автомобили там все равно проезжают. Взять, к примеру, небольшую дорогу между торгово-развлекательным центром Улутау Молл и торговым домом Сулпак. По словам специалистов, там создается так называемое сквозное движение. Автолюбители зачастую используют этот промежуток, чтобы проскочить на другую улицу. Подумав о пешеходах, бетонные блоки, незаконно установленные на улице Унчибаева, с помощью манипулятора установили возле торгово-развлекательного центра Улутау Молл и торгового дома Сулпак. Данные мероприятия проведены по просьбе жителей специалистами отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сатпаева совместно с сотрудниками дорожно-патрульной полиции города и сатпаевскими общественниками. Отметим также и тот факт, что в ходе совместных действий ряда структур на нескольких участках дорогу посыпали песком. Все, по словам организаторов, ради безопасности сатпаевцев. Владимир Романьков, Баржан Сагендык, специально для новостей телеканала «Акшам». В преддверии знаменательной даты 30-летней годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана предприятие «Жезказгансервис» товарищество с ограниченной ответственностью «Казахмыс Мейтенанс Сервисис» в очередной раз отметило своих работников, выполнивших священный долг в Демократической Республике Афганистан. Среди тех, кто поздравил воинов-интернационалистов, были корреспонденты телеканала «Акшам». Вчера на предприятии «Жезказгансервис» состоялось очередное рабочее собрание. Ничего, казалось бы, примечательного, если бы не одно «но». Среди работников предприятия есть те, для кого 15 февраля не просто дата в календаре. Вчера в торжественной обстановке весь дружный коллектив «Жезказгансервиса» чествовал воинов-интернационалистов, работников предприятия. От всей души поздравил коллег Руслан Муратханов, директор предприятия «Жезказгансервис». Хочу нашим афганцам пожелать здоровья, благополучия, процветания, чтобы никогда в мире больше такого не было. Мы все от коллектива низкий поклон, с праздником. Руслан Кафарович вручил работникам предприятия Кайрату Тулеукенову и Вадиму Кириченко почетные грамоты и денежные премии в размере 20 тысяч тенге. Вадим Иванович, к слову, удостоился и высокой ведомственной награды – нагрудного знака Кеншеданке 3-й степени. Очень благодарен, конечно, нашему руководству, нашему профсоюзу, что о нас не забывают они, нас заботятся. Счастья им, здоровья всем, благополучия и всем мира над головой. На импровизированной сцене участка наладки и диагностики выступила и председатель правкома предприятия «Жезказгансервис» из АГШО Мариамкуль Такишева. Пусть наши дети спокойно спят, пусть наши работники спокойно после трудового дня отдыхают и со спокойной душой собираются на работу. Всем вам здоровья, успехов
нашим афганцам. Воевали они на войне, были на границе. Для нас вы герои. Здоровья вам, счастья. И пусть будет мир на земле. Мариамкуль Омербековна также отметила почетными грамотами и памятными подарками воинов-афганцев, работающих на предприятии. Среди них Юрий Вадилов, Айбар Уразбеков, Павел Горобец и Бахромджон Кувватов. Кроме того, профсоюз Касып-Курган, предприятие ЖСКазганСервис и ЗГШО подарил ценные подарки работникам, отмечающим свой юбилей. Подводя итог торжественной части рабочего собрания, собравшиеся отметили: главное – мир и спокойствие на казахстанской земле. И именно ветераны войны понимают это в полной мере. Владимир Романков, Баджан Сагындык, специально для новостей телеканала Акшам. Это все новости уходящего дня. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.